Уважаемые горожане и гости столицы, мэрии города Бишкек, во исполнение поручения руководства страны открыто 13 дневных стационаров, а также 2 ночных стационаров. Разрешите тогда, я вам в разрезе районов вкратце информацию дам. Значит, 13 дневных стационаров у нас в общем рассчитано на 908 койко-мест. Кроме этого, ночных стационаров на 220 койко-мест. Из них в Ленинском районе у нас 5 стационаров, в Свердловском районе 3 стационара, в Октябрьском районе 2 стационара, в Первомайском районе 3 стационара. Режим работы дневных стационаров это с 8 утра до 8 вечера. Медицинскую помощь населению в дневных стационарах оказывают 216 медицинских работников, а также 22 волонтера. При дневных стационарах развернуты и оказывают услуги 22 выездных аптечных пунктов, имеются 114 кислородных концентраторов. В местах размещения дневных стационаров приступили к установке терминалов электронной очереди для удобства посетителей. Для медицинского персонала, работающего в дневных стационарах, организовано бесплатное питание, а также бесплатное проживание в отеле города Бишкек. В стационарах ежедневно проводятся дезинфицирующие мероприятия. По состоянию на 16 июля 2020 года в дневные стационары за медицинской помощью обратились, хотел бы подчеркнуть, что это очень немаловажная цифра, обратились 41 308 человек. Из них получили инъекцию в виде капельницы 29 705 человек. Проконсультировано врачами 11 366 человек. Госпитализировано 227 человек. Для расширения системы оказания медицинской помощи гражданам с 14 июля 2020 года начали работать 2 ночных стационара на 220 койко-мест, которые были организованы со стороны мэрии города Бишкек. Медицинскую помощь в ночных стационарах оказывают 34 медицинских работника и 5 волонтеров. При ночных стационарах развернуты и оказывают услуги 4 аптечных пунктов, а также имеется 51 кислородный концентратор. Всего с 15 по 16 июля 2020 года в ночные стационары за медицинской помощью обратились 683 человека. Получили инъекцию в виде капельницы 282 человека. Проконсультировано со стороны врачей 397 человек. Госпитализировано 2 человека. Режим работы ночных стационаров это с 8 вечера до 8 утра. При этом еще раз для удобства горожан я бы хотел перечислить место расположения наших дневных и ночных стационаров. Уважаемые горожане, это в Ленинском районе ФОК «Газпром», это на 120 койко-мест. Средняя школа 68, это на 30 койко-мест. Кафе «Арал» по Ден Сиапина 50 койко-мест. Средняя школа 96 на 30 койко-мест, это жилмассив Аордо. Средняя школа 95, 37 койко-мест, это микрорайон Джал. В Свердловском районе ФОК имени Радбек Санатбаева, Востоке 5, 150 койко-мест. Средняя школа 94, 50 койко-мест. Жилмассив Дордой. Школа номер 38 в Аламедине 1, 50 койко-мест. В Октябрьском районе муниципальное предприятие Бишкек-Пекарня, 101 койко-мест. Частная школа Сейтек, 50 койко-мест, это улица Анкара 1/10. Первомайский район, дворец спорта имени Кожамкула, 150 койко-мест. Средняя школа 83, по улице Патриса Лумумба, 50 койко-мест. И средняя школа номер 81, жилмассива Акбосоглу, на 40 койко-мест. Кроме этого, ночные стационары в городе Бишкек действуют на территории Первомайского и Октябрьского района. Так, в Первомайском районе это ресторан «Консул» по улице Фрунзе 477 на 100 койко-мест. И в Октябрьском районе спорткомплекс ДСК на 120 койко-мест. В 7 микрорайоне 12/1. Помимо этого, уважаемые горожане, гости столицы, а также жители нашей страны, хотел бы обратиться, что наши дневные и ночные стационары, они не ограничиваются именно для жителей города Бишкек. Любой гражданин нашей страны, любой человек, который нуждается в медицинской помощи, может обратиться в дневное время во все наши 13 дневных стационаров, а в ночное время наши 2 ночных стационара. Вы получите квалифицированную медицинскую помощь, а также все кислородные концентраторы, все имеется. На базе стационаров, еще раз подчеркну, работают аптеки, дежурят медсестры, а также волонтеры. Я думаю, что
любой желающий при появлении первых симптомов, если вы себя чувствуете неважно, вы можете обратиться, мы вас даже к этому призываем. Спасибо.